В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Ледоход на реке Лени за сутки продвинулся более чем на 100 километров. Нерюнгринский район в честь Дня Победы благодаря поддержке активистов и волонтеров проведет множество акций. Турецкий телеканал снял документальный фильм о якутском писателе Платоне Аюнском. Министр МЧС России Евгений Зиничев сегодня прибудет в Ленский район Якутии. Он проверит готовность и к чрезвычайным ситуациям и обстановку на реке Лени. На территории района работает межведомственная оперативная группа номер 1 «Лена». На дежурстве в городе Ленске находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра. Всего на реках Якутии обеспечивать безопасность этой весной будут порядка 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Ледоход на реке Лени продвинулся на 117 километров за прошедшие сутки. Активная фаза по-прежнему проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка наблюдается в 40 километрах ниже села Мача Алекминского района, а верхняя у села Мурья Ленского. Критических уровней воды нет, протяженность ледохода составляет 216 километров. На участке Алекминск-Хатынг-Тумул вскрытие реки ожидается 6-8 мая, что на 8-11 суток раньше нормы. На реке Алекма нижняя кромка ледохода находится у села Троицк, верхняя у гидропоста Джикимда. На реке Амга нижняя и верхняя кромки ледохода наблюдаются у гидропоста Буяга Алданского района. Критических отметок нет, ледоход редкий. Протяженность 40 километров, за сутки продвинулся на 20. На реке Алдан нижняя и верхняя кромки ледохода зафиксированы у гидропоста Суон-Тит Алданского района. Протяженность 60, за сутки продвинулся на 70 километров. Между тем, в село Чурапча направлена оперативная группа МЧС из Якутска. Она обеспечит безопасное прохождение весеннего паводка на территории Чурапчинского и Татинского районов. Всего МЧС направлено 4 оперативные группы Главного управления по Якутии и 1 группа Дальневосточного регионального центра МЧС России. Они работают в Ленском, Амгинском, Алданском и Вилюйском районах. Управление обратилось к людям, живущим ниже по течению реки Лены, с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки. Центр неотложной офтальмологической и медицинской помощи сегодня возобновил прием пациентов в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Напомним, что в конце апреля в офтальмологической больнице были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В связи с этим экстренный кабинет офтальмологии был перенесен в республиканскую больницу номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. В больнице проведена полная дезинфекция. С сегодняшнего дня принимать пациентов будут по прежнему адресу: улица Стадухина, 84. Теперь узнаем о текущей эпидобстановке в карантинном городе Алдане. Я передаю слово своему коллеге Руслану Павлову. Алданцы достойно выдержали испытания первой частью майских праздников. По возможности старались все сидеть дома, на улице не выходили, несмотря на то, что погода благоприятствовала. Рядом с нами главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин, и мы узнаем оперативную информацию. Алексей Викторович, что у нас на сегодня? На сегодня новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в Алданском районе не зарегистрировано. Количество лиц, находящихся в инфекционном отделении, 32 человека. В обсерваторах находится 25 человек. То есть это уже больше десятка выписали? Больше десятка выписали. Вчера выписали 2 еще из инфекционного отделения, и 7 человек покинули обсерваторы. В средствах массовой информации прошла информация о том, что ОМОНовцы, которые здесь находятся, с подозрением на коронавирус. На сегодняшний день мы получили отрицательные результаты, взятые у этих лиц. При получении повторных, это будет сегодня вечером, они будут выписаны из тех мест, где сейчас находятся. Алексей Викторович, можно ли говорить о том, что после всех майских праздников мы можем ставить вопрос о снятии карантина? Сейчас уже этот вопрос ставится перед главой Республики Саха-Якутия оперштабом. Прорабатывается механизм, какие ограничительные мероприятия останутся, какие будут послаблены. Но говорить о том, что мы вернемся в тот ритм жизни, который был до начала заболевания, этого, конечно, не будет. Вот такая ситуация у нас после первой части майских праздников. Мы следим за развитием событий.
Министр просвещения России не исключил, что решение о сроках проведения ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Россия-1». Он сказал, что пока старт экзаменов намечен на 8 июня, но не исключил, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. Министр также уточнил, что решение о проведении выпускных вечеров каждый регион принимает самостоятельно и выразил надежду, что праздники для школьников все же состоятся. 80% всех инфекций передается через необеззараженные руки. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Простые, но самые эффективные правила обезопасить себя от инфекции, расскажет Сергей Михедов. Коронавирусная инфекция перестала быть завозной. Теперь ею можно заразиться практически в любом общественном месте. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии разработало правила поведения. Во исполнение указа главы Якутии Айсена Николаева они обязательны к исполнению гражданами и организациями. Перечислим эти правила. Во-первых, в магазинах покупателям необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Например, при чихании или кашле. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и COVID-19 распространяются этими путями. Во-вторых, обязательно наденьте маску при посещении магазина. Вообще, сейчас масочный режим ввели практически во всех крупных муниципальных образованиях республики. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в урну. В третьем пункте Минпред призывает пользоваться бесконтактной доставкой необходимых товаров. Многие торговые точки сейчас перешли на такой режим работы, когда получатель не контактирует с курьером. Доставляемые товары остаются перед входной дверью, и заказчик забирает их уже после того, как курьер уйдет. А оплата товара, как правило, осуществляется онлайн. Также откажитесь от посещения общественных мест. Это 4-е правило. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов, МФЦ, банков и других мест, где могут находиться люди. Большинство услуг сейчас доступно в режиме онлайн. А если все-таки общественное место пришлось посетить, то мойте руки и соблюдайте правила гигиены по возвращению домой. Это 5-я рекомендация. В целом, гигиена рук – важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, либо антисептиками. Последнее, 6-е правило. Оно относится в первую очередь к людям старше 65 лет. И это полный отказ от похода по магазинам. Сейчас пожилым людям лучше не покидать дом без серьезной необходимости. Но большинство людей старшего поколения не знают о сервисах доставки. А некоторые из них живут в одиночестве. Что можно сделать? Помогите пожилым соседям с покупкой безрецептурных лекарств и еды. Такие достаточно простые и понятные правила поведения для якутян разработал Минпред. Соблюдайте их, если хотите оставаться здоровы и не допустить дальнейшего распространения смертельной инфекции. И помните, лучшее, что вы можете сейчас сделать для окружающих, это оставаться дома. Берегите себя. Нерюнгринский район в честь Дня Победы проведет множество акций. В этом помогают добровольцы и активисты. Вот и Ольга Сухоносова в условиях самоизоляции проявила фантазию. Несмотря на домашнюю обстановку, как говорит Ольга, главная цель – это спеть. И спеть искренне, чтобы каждый слушающий проникся и прочувствовал День Великой Победы.
Прадед Ольги был участником Великой Отечественной войны. Память о его подвигах вдохновляет ее на участие во всевозможных акциях, посвященных 9 мая. Я приняла участие в военно-патриотической песне со своим ансамблем «Талисман». Совместно с молодежным парламентом мы сделали очень интересный видеоклип. Там мы поем военно-патриотическую песню. Я думаю, вот скоро она выйдет. Это все в преддверии 9 мая. Множество проектов к 75-летию Победы готовила и филармония Якутии. Симфонический хор готовился выступить с концертами в домах ветеранов и инвалидов, открыть тему Победы для детей, выступить на крупных площадках города Якутска. К сожалению, осуществить эти планы вживую не дала пандемия, но музыканты проведут все мероприятия онлайн. За время самоизоляции подготовлено и выложено в YouTube свыше 50 концертов, концертных номеров, флешмобов. Музыканты говорят, что в годы войны часто именно песня поднимала дух и давала заряд для новых дел и подвигов. Поможет и в борьбе и с нынешними невзгодами. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Полукровы прошагали полземли, этот день мы приезжали как могли. Это день победы, городом врагов. Это праздник, седьмой на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И к новостям других регионов. Детеныш тюленя Ларго, который прошел реабилитацию в Центре морских млекопитающих в Приморском крае, поправился и выпущен в родную среду обитания. Его выпустили на побережье бухты Кит в Лазовском районе. Это уже не первый пациент центра. Специалисты тюленя довольно успешно реализуют программу мирового стандарта по реабилитации детенышей ластоногих. А в Санкт-Петербурге отключили художественную подсветку достопримечательностей. На такой шаг власти пошли ради экономии бюджетных средств. С подробностями Никита Конев. Санкт-Петербург, один из самых популярных среди путешественников городов России, сокращает расходы. Пандемия коронавируса ударила по бюджету, и властям приходится затягивать пояса. В городе больше не встретить туристов, так что экономить решили на достопримечательностях. Знаменитые места лишились ночной художественной подсветки, и это миллионы непотраченных рублей, как утверждают в энергетической компании «Ленсвет», обеспечивающей работу освещения. На сегодняшний день в обслуживании Ленсвета находится около 500 объектов художественной подсветки. Для их освещения задействуется 91 700 светильников общей потребляемой мощностью 4300 киловатт. Благодаря отключению объектов художественной подсветки в ночное время экономия составит 13,6 миллионов рублей. Выключать обычные уличные фонари никто не будет. Останется подсвеченный ряд мемориальных надписей и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России превысило 155 тысяч человек. Турецкий телеканал TRT Аваз снял документальный фильм о якутском писателе Платоне Аюнском. В ленте повествуется о детстве писателя, учебе и о ярких событиях жизни, о его большом вкладе в становление и развитие государственности Якутии. Цитата: «Интеллектуал, поэт и человек, распространявший идею единства языка, идею и работу для всего тюркского мира», говорится в описании к видео. Очень отрадно, что в фильме как эксперты выступают наши знакомые, наши друзья. Это Умит Шахин и Хасан Хаирсевер, которые неоднократно приезжали в Якутию, которые хорошо знают якутский язык. В фильме также снимался Али Акбаш, это писатель Турции, и Фатих Киришоглу. Он тоже занимается тюркологией и знает историю и становление якутской литературы. Это были все новости. До встречи в следующем часе.